Шурша бахилами, большая делегация высокопоставленных чиновников рассматривает лабораторий ФАТ-Агро. Во главе группы в белых халатах полпред президента ФСКФО Сергей Меликов. На предприятии он не впервые, но все равно все разработки рассматривает с интересом, задает много вопросов. Ему докладывают, за последнее время добились ощутимых успехов в производстве элитного семенного картофеля. В этих помещениях мини-клубни выращивают до необходимого размера, а затем сажают в теплицах. Зимуют они здесь, а затем отправляются высоко в горы. Да, это уже клубень. Это уже готовый, чистый, абсолютно чистый микроклубень, который тоже опять-таки даст, в свою очередь, до 7 тысяч тонн. Это сорта, да? Да, это по сортам они разложены. У нас на сегодняшний день есть банк здоровых сортов, более 70 сортов. И мы можем поддерживать, это мы держим для селекции. Мы уже начали заниматься и селекцией, и выводить у нас сейчас на сорты испытаний 3 сорта. Это будет уже чисто австрийские сорта. В прошлом году уже продали около 1000 тонн семян. Фактически ими могут обеспечить весь юг России. Проблема только в нехватке земель. Необходимо осваивать горные территории. Аналогов этому методу сейчас нет нигде. По словам специалистов, им заинтересовались коллеги из Голландии, Германии, Финляндии и США. Следом полпред отправляется в детскую больницу. Ему показывают недавно отремонтированное хирургическое отделение и проблемный инфекционный корпус. На его ремонт необходимо свыше 450 миллионов рублей. Планировалось, что работы начнутся в этом году и завершатся в 2017. Однако Северная Осетия до сих пор не получила необходимый первый транш в размере 50 миллионов рублей. Без него работы начать невозможно. А как они осваиваться будут? Вы первые 56 миллионов в этом году можно еще успеть до конца года. Но это надо срочно решить. Однозначно. Из детской больницы делегация отправляется в новенький геронтологический центр. Он открылся в начале лета. Учреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием. Используются новейшие методики лечения. Пока центр принимал пациентов лишь в экспериментальном порядке, а первый массовый заезд запланирован на конец июля. Здесь разом смогут пройти реабилитацию 90 человек. В первом потоке ветераны Великой Отечественной войны и их супруги. Для них эта реабилитация абсолютно бесплатна. Для льготных слоев населения услуги платные. Полный цикл реабилитации 21 день обойдется в 45 тысяч рублей. То есть я имею направление врача из поликлиники, да? И приходите могу сюда. приходить сюда, оплачивать. Однозначно, да. Но мы должны дать учреждению возможность заработать. Окупаемость какая-то должна быть. Иначе мы... А питание как организовано? Вот для льготников. Стоимость питания входит. Ну, здесь столовая. Конечно, конечно. Есть на каждом этаже комнаты приема пищи, и мы организовали пищеблок. Затем уже ставшая традиционной встреча с общественностью. Она прошла в реконструированной научной библиотеке. Сергей Меликов замечает, за столом много знакомых лиц. Вопросы тоже не новые. Большинство обсуждали и год назад. Говорят о поддержке малого и среднего бизнеса. Несмотря на объявленные налоговые каникулы, реальной помощи предприниматели пока не видят. Полпред подчеркивает, душить бизнес нельзя, однако совсем освобождать от налогов тоже неверно. Здесь нужны системный подход и работа параллельно с самими предпринимателями, а также с контролирующими органами. Одно из важных предложений – привлечь в республику крупных осетинских бизнесменов, которые сейчас работают за пределами региона. В их числе Теймураз Боллоев. У меня была с ним встреча. У меня есть с ним реальная договоренность о том, что Теймураз Боллоев готов открыть швейную фабрику в Осетии, готов первые 500 рабочих мест нам предоставить. От нас требовалось только предоставить помещение. Вы не поверите, мы не смогли ему предоставить пока помещение на сегодняшний день. Здания, которые подходят, в федеральной собственности. Выход ищут до сих пор. Самым эмоциональным уже по традиции получилось обсуждение экологических проблем. Из раза в раз полпреду задают вопросы о заводе «Электроцинк». Мнение Меликова неизменно. Закрытие предприятия не выход. Это может ухудшить ситуацию с безработицей в республике. Работа по улучшению экологической обстановки ведется как руководством республики, так и самим заводом. Нужно лишь дождаться результатов. Я предлагаю, как бы в этом отношении, давайте мы все-таки пойдем по тому пути, который мы наметили. Давайте не ставить ультиматумов перед руководством республики, перед федеральной властью, перед еще кем-то. Эта работа сегодня ведется. Она не рукотворная. Она создана не руководителем нынешним, не руководителем бывшим. Она создана не людьми, которые здесь присутствуют.
Поэтому ее нужно решать. Вы видите, что сегодня и федеральная, и республиканская власть в разрешении этой проблемы заинтересованы. Говорили и о налоговых поступлениях в бюджет республики. В Рио главы Тамерлан Агузаров уверен, необходимо искать внутренние резервы. В очередной раз приводит в пример рынки. Викалина в год платит 4 миллиона рублей, зеленый рынок – 3. По мнению Агузарова, такая арендная плата просто смешна. Руководителям рынков предложили согласиться на увеличение этой суммы. Времени на обдумывание дали до конца месяца. Увеличить могут и плату за аренду сельхозземель. Сейчас она составляет 1000 рублей за гектар, но даже ее платят не все. В будущем арендная плата может вырасти втрое. Завершился визит Сергея Меликова расширенным заседанием в правительстве республики, которое прошло за закрытыми дверями. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.